No otras un te jau Gruziņu uzbrukums Olimpam palādzē. Labs, sitiens vismaz ir sitienu palādzē. Simonovs centrējums un tiek pie bumbas Logins, bet nesitien pozīcijā. Un Mamuka Gongādze sit pāri vārtos Afanasjov. Afanasjovs var apspēlēt 1 pret 1. Parādīja kaut ko no savas tehnikas. Afanasjovs centrējums un sitiens no Gongādze un... Es negribu teikt fiksēti, bet no jebkurā, kad... kādu vārīgo vietu. Bet tagad Dmitrijs Kozlovs. Varbūt šoreiz kaut kas izdosies. Kozlovs ir pa Uljanovu. Neprecīzākais citiens, ko esmu dzīvē redzējis. Georgija Uljanova izpildījumā pēc Dmitrija Kozlova. Piespēdīs arī teikt pie bumbas. Centrējums. Tur Uljanovs uzvar gājusi divciņā. Cīņa turpinās Čihradze. Mamuka! Gongādze! 1-0, Mamuka sajūs brīdinājumu, bet otrajā spēlē virslīgā Mamuka pasakās tiem 50 aptuveni pāriem, kuri atrodas trīvīnēs. 1-0 Daugavā, Mamuka, Gongādze, fantastiski vārti, bet visi pamatā. Uljanovs. Laika palicis balā. Viens no tā Daugavas labā. Jūs nebija šis izmaiņas veiktas un Gongādze vai būs 2-0? Gongādze! Mamuka Gongādze! Dublis Mamuka un Gongādze atkal skrien pateikties. Un Mamuka Gongādze par virslīgas labāk. Игра была интересная, накал борьбы. Хочу сказать спасибо своим ребятам тоже за борьбу такую. Видно, команда молодая, только собралась по сравнению с прошлым годом. На 90% поменялась. Хорошие ребята, самоотдача. По игре сегодня скажу, но терпели, держались, бились, но не знаю, там гол первый был, это на смотрение судьи, это мы не люблю обсуждать это. Да, не дотерпели, не хватило нам терпения, но видно, что молодежь, ну, есть еще, только чемпионат начинается, еще все игры впереди, будем работать. А игра была хорошая, я думаю, зрителям понравилась. Да, действительно, игра была хорошая по содержанию с двух сторон. И как раз вот эта ситуация, что она выглядела как бы ровно, и она все делает поле. Мы это прекрасно понимаем, и я думаю, что это ни для кого не секрет, что в таких ситуациях команда становится ровной. Но тем не менее, конечно, команда компактно оборонялась. Тяжело скрыть соперника тогда, когда ниже мяча располагается практически вся команда, потому что мы сами так часто играем, да, и, честно говоря, последние 15 минут уже на нервах прошли, потому что видно было, что уже игра заканчивается, у Олимпа появилась уверенность, да, мы стараемся, да, но не можем забыть. Где-то тактически, наверное, сделали правильные ходы, для того, чтобы использовали все тех футболистов, которые могли быть выйти на поле, они вышли и принесли огромную пользу. Спасибо ребятам за то, что в футбол играют они не 80 минут, а все 90, если надо 95. И они сегодня доказали, что готовность у нас хорошая, терпеливость хватило и скрыли соперника. 2-0 счет, 3 очка, пошли дальше. Макс, очень удачная замена. Ульянов вышел в нападение играть. И, в принципе, он первый гол заработал, можно так сказать. Ну да, мы изначально знали, что если, допустим, не сможем низом играть, так как поле плохое, и не забьем до 70 минут, образно говоря, я, честно говоря, уже планировал, что выпущу его как высокого нападающего, и на вторых мячах он будет скидывать, и нападающий подберет. И по большому счету так и получилось. То есть он скидывает, Гангадзе забивает. Это один из такой, скажем так, тактический ход. Тогда, когда мяч не катится и поле такое как некачественное, как у нас сегодня было. Знаете, Олимп всегда был аутсайдером, все думают об этом. В прошлом году думали и не верили после первого круга, когда мы только одно очко взяли, только благодаря Даугаве. Никто не верил, что мы выйдем, останемся в высшей лиге. Но работаем, молодежи.
работают, показывают игру, самоуверенность, отдачу к игре и результат налицо, что ребята выигрывают, выкладываются. Да, в этом году команда поменялась, но сами знаете, это надо время, чтобы они сыграли результат и будет. Только два тура прошло. Да, потенциал у ребят большой. Видно, что желания горят, глаза горят. Не боятся. Некоторые у нас с ИФЦ вообще первую игру играли сегодня. Они даже и не знали, что в премьер-лиге, не верили. Ну, показывают потенциал свой, что я думаю, что пусть кто думает, а мы будем очки считать по осени. Там будет видно, на каком мы будем месте.